сегодня в Музее мордовской народной культуры открывается выставка самодеятельного художника, резчика по дереву Александра Алексеевича Наумова. Эта выставка называется «Верявань Паламу. Поцелуй богини леса». Это название придумал сам автор. И, наверное, он вложил в это название какой-то глубокий смысл, который он откроет нам в последующем. Ну, а что мы можем сказать о художнике, о мастере и о выставке, которую мы сегодня открываем? Действительно, сегодня мы делаем своеобразное открытие для широкой публики, для широких масс и города Саранска, и Республики Мордовия, потому что в узких кругах, среди друзей, среди мастеров-резчиков имя Александра Алексеевича Наумова наверняка уже известно, и известно давно. Но чтобы широкие массы услышали и узнали, и увидели творение рук этого художника, мы открыли эту выставку. Я думаю, что это будет такой один из шагов, больших шагов, в том, что ваши выставки, персональные именно выставки, будут шествовать не только в Республике Мордовия, но и за пределами Республики Мордовия. Ну а что мы можем сказать о художнике, о мастере и о тех работах, которые здесь представлены? Но в первую очередь я хочу отметить, что наша выставка включает в себя 100 произведений Александра Алексеевича, которые выполнены за долгую и плодотворную его творческую деятельность. А нужно отметить, что он начал заниматься резьбой по дереву, автор. Но нужно отметить еще одну особенность в том, что, работая с березовым капом, нужно обладать, во-первых, фантазией, во-вторых, таким пространственным, творческим мышлением образным и удюженной силой, потому что обработка этого материала достаточно сложна. Если мы с вами вспомним и проведем небольшую параллель с нашим знаменитым земляком Степаном Дмитриевичем Эрзей, который работал с такими деревьями, как кедрача, альгаруба, и все вы наверняка бывали в музее имени Степана Дмитриевича Эрзи, можно провести параллель. Небольшую, такие намеки, реплики, где-то сюжеты, образы. Это все допустимо, я думаю. И в Большом Игнатове, в родном селе Старая Чамзина, работает такой мастер. Ну, нужно сказать, что Александр Алексеевич не только сам творит, он еще и воспитывал в свое время с 1981 по 1987 год юных мастеров, резчиков, потому что он преподавал в Доме пионеров в селе Большое Игнатово. И поэтому я думаю, что у вас есть свои продолжатели, последователи, что отрадно еще в большей мере. Не только продолжатели и последователи, но и друзья, родные, знакомые, которые присутствуют здесь сегодня на открытии этой персональной выставки. Я думаю, что по достоинству оценят такой масштаб творческой деятельности Александра Алексеевича. И нам действительно приятно всех вас видеть здесь у нас на открытии, еще раз повторюсь, выставки «Верявань Паламу». Ну и поэтому я хочу предоставить слово для приветствия заместителю министра культуры и туризма Республики Мордовия Храмову Николаю Леонидовичу. Коллеги, друзья, Шубратада пару Эрзен Ломай и Моксимумай. Вот вы знаете, сегодня, наверное, праздник очень настоящий и хороший, потому что поскольку вы собрались, я очень многих узнаю, и очень много сегодня приехало земляков Александра Алексеевича. Вот это вдвойне приятно. Земляки, которые говорят
как и он, на эрзианском языке. Это тоже очень важно, потому что мы должны друг друга поддерживать, мы должны друг другу, если это праздник, мы должны ходить на праздник друг другу. И сегодня я бы хотел сюда вот пригласить Евгения Ивановича Дергунова, заместитель председателя правительства здесь среди нас. Как-то мне даже неловко заместитель министра культуры начинать открывать вот это мероприятие. Евгений Иванович, он говорит, он в отпуске, но он тоже так же, как и все вы, пришел поддержать Александра Алексеевича. И сегодня это тоже вдвойне приятно. Вы знаете, вот поддержать, потому что о поддержке народных талантов, о поддержке национальных культур говорил в своем послании глава республики Владимир Дмитриевич Волков. Он не говорил, какого возраста талантливый человек. Он просто сказал, надо поддерживать. И вот сегодня в подтверждение всему этому, в подтверждение и слов послания, открытие выставки здесь. И, кстати, она у нас вот в этом музее, мы не первую выставку открываем, и не первого талантливого человека мы поддерживаем. Я думаю, что вы помните, совсем недавно тоже человек, художник Хохлов, совсем недавно мы открывали выставку здесь же, да? Потом есть несколько у нас, большой проект есть, выставочный проект художников Мадзеля Ленки. Тоже помните этот проект. Художники наши, правда, здесь Александр Алексеевич сюда приехал, по красивой сельской дороге, приехал сюда выставку открывать. А там, наоборот, мы из города художников направляем сначала в родные места, где они, откуда они уехали когда-то. Вот у нас, среди нас есть очень известный художник Анатолий Барбов. Он еще в Большом Игнатове обещал тоже свою персональную выставку, обязательно будет провести. Несколько раз уже сделал. И тоже подключится к этому проекту, поскольку землякам надо показывать творчество художников и мастеров, как Александр Алексеевич, чего они добились, чтобы все вместе радовались. Спасибо большое, что вы сегодня все вместе. Спасибо, что вы поддерживаете мастера. Евгений, сейчас думаю, что... Ну что, дорогие друзья, прежде всего, автор, художник, это, я думаю, что это праздник не только ваш, но праздник всей культурной, без натяжки сказать, общественности республики, города Саранска, Большого Игнатова, прежде всего, потому что мы с вами земляки, и я здесь вижу очень много знакомых лиц, друзей, земляков своих, это очень приятно, что поддерживают, понимают, и я думаю, что это не последняя выставка. Я думаю, что здесь те работы, которые представлены, вообще самоявление, это еще лишний раз подчеркивает, что не делают земля русская, мордовская, талантами, что еще, так сказать, вот тот родник, живой ручей, который льется из наших корней, из родины, из души, из сердца, чтобы он не угасал, не иссякал, и чтобы это был не последний работы, и последняя выставка, и вот наши земляки и коллеги поддерживают, потому что будущее последний раз выставить не только художественные, но и культурные, и всех талантов, которыми богата наша земля, наша Родина. Я поздравляю вас, успехов, всего самого доброго. Спасибо за поддержку и внимание. Спасибо. Спасибо большое. Ну и в продолжение поздравлений для Александра Алексеевича я хочу пригласить заместителя директора Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Экзи Александру Михайловну Лобанову. Дорогие друзья, прежде всего поздравляю всех с открытием такой интересной, необычной, своеобразной выставки. Большое спасибо хочется сказать Александру Алексеевичу за сохранение народных традиций народного творчества, и пусть работа Экзи вдохновляет вас на дальнейший труд. Всем спасибо. Следующее слово я хочу предоставить председателю Союза художников Республики Мордовию Александру Ивановичу Санкину. Дорогие друзья, мы здесь уже сказали много хороших слов об Александре
Он открывает, значит, первую персональную выставку в этом зале, как я понимаю. И вообще Саратов, наверное, скорее всего, так же. Первый, да, ну, это я про этот зал говорю. Да, первый раз. Я хотел бы поздравить его еще раз с такими хорошими работами. Я ему хочу подарить на память значок. Это прошлый год, в декабре месяце в Москве была выставка «Русь мастеровая», именно по народным промыслам. Чтобы он туда стремился, да, и попадал на такие вот мероприятия. Вот. Большое спасибо, Саша, давай я тебя награжу. На память останется. Я думаю, Большое что спасибо, да. у Александра Алексеевича есть все шансы расти в своем творчестве и расти, можно сказать, по оценке и вступлению в народные мастера. Да. Тоже возможно. Да, непосредственно. Ну а далее слово для приветствия я хочу предоставить председателю Фонда спасения эрзианского народа Григорию Дмитриевичу Мусалеву. Простите. Erzen gelin idemo fondu trafos. Delvanoviks erzia devečkeviks ялгат. Тече алкукс окшчи. Монтек кецневти течись мекс, потому что земляком родням тече нефти сончинза эйденза. Степан Дмитриевич Эрзя сончинза роботадо мери эйде. Он кеман сон алтызе те покшчинт Степан Дмитриевич Эрзянин. Алкукс сонзе улить мунчечеваны. Важудек сынзе понатне молить Степан Дмитриевич Эрзян Ионов. Теперь мы кецневти. Кецневти еще секс. Течи содатадо, куда масторсо, рятанг, пайкстомо, куда видец намерить, превей ломатне. Те масторос пайкстомо. Тем не менее, те масторсонс еще улитися ломать, понатне сынческ превсерить. Эсеск оймес раскин. Только перянет он, Саня, не имейте. Сёрмат еще эрзян кельсе. Только на голову. Ведь келесь и раскин, те основа культуры. Келя рась, раськи арась. Всех сынял там понять. Те ильведевксент, видстик, видик, видстик. Монсон зе умок содаса. Мексон она истямо кайс. Кайс секс. Сон испрянзе марясь, сонсинзе раськин эйдекс. И сон пек парсте содаса зо. Хотя сон истямо образование за высшая рась исторической, но сон парсте эрзян историант. Эрзян эрямо бинген содасы. И тешкам свешний материал есензе туртов муймекс од. И вот сон синзе важудивксese, тентинс вандадо, куда сон кассы, он ваны не еден куда сон, что ие важудивксese сети пар. То есть сон целый прогресс. Те овеси ломатник у нас едне молить, сыреди, а сонзе робутанза асыреди. Чупунян конец, тон мундят, максы тонус ирямон, что ирямс тончин траскен кис, ломатнин человечеством кис. Всю прятит, кассе дверью. На нашей выставке прозвучала эрзианская речь, эрзианское слово, знакомое Александру Алексеевичу. Ну и земляков Александра Алексеевича представляет глава администрации Большеигнатовского района Татьяна Николаевна Полозова. Ваши поздравления нашему Дорогие друзья, дорогой Александр Алексеевич, я хочу вас поздравить с таким большим событием, не только в вашей, но и в нашей жизни. Потому что, наверное, в жизни каждого человека есть такой пароль. Это земляки. Где бы мы ни были, когда встречаемся с новыми людьми, мы обязательно спросим,
откуда он и как свое имя. И для нас большая честь, для нас большая гордость, что Наумов Александр Алексеевич наш земляк, уроженец нашего района, человек, который для многих из нас, присутствующих здесь, по большому счету еще и учитель. Мы все когда-то ходили в его кружок. И та скромность, та тихое обаяние, его трудолюбие, оно с годами не изменилось. Это действительно очень скромный, очень тихий, очень порядочный и очень талантливый человек. Но человек, который не кичится своим талантом, человек, который не требует за это никаких наград, человек, который просто делает то, что он умеет делать, и делает это красиво, на радость всем нам. Я передаю вам поздравления с вашим большим событием. Я знаю, как вы волновались, вместе с вами волновались и мы. Я думаю, что у вас все получилось, поэтому вам действительно продолжение вашего творчества, вам долгих лет жизни, вам низкий поклон за то, что вы делаете, и для нас большая гордость быть вашими современниками и вашими земляками. Спасибо вам за все. Ну и мне хочется еще отметить одну вещь. Если рассматривать вот материал, с которым работает Александр Алексеевич, это березовый кап. Конечно, здесь мы отмечаем в первую очередь красоту выполненных работ, представленных на выставке. Но, с другой стороны, первооснова этого материала – это пороки или болезни деревьев. Даже при переработке древесины такие деревья могут не брать. Но если у человека есть вот этот порыв к творчеству, это такое ощущение, природное ощущение, духовное, внутреннее ощущение прекрасного, даже вот этот материал, эти пороки могут быть сделаны и воплощены в прекрасное. Что представлено на нашей выставке? Ну, различные тематики. Где-то в первую очередь автор берет непосредственные природой сделанные формы, образы и немного дополняя штрихи, какие-то свои особые представления, и перед нами готовый образ. Где-то он долго, как сам говорит, наблюдает, смотрит, воображает, что же он мог сделать из того или иного куска материала, березового капа или сувеля, и рождаются образы. Здесь на выставке представлены и работы на православную тематику, вы можете их увидеть, рассмотреть. Здесь представлены работы с национальной тематикой, национальным подтекстом, и этого, наверное, нельзя было обойти. Конечно, будучи сельским жителем, наблюдая за окружающими, за своими друзьями, сельчанами, здесь рождаются образы и пасечников, здесь и плотники, здесь у нас и все, кто окружает Александра Алексеевича. Животные тоже. Можно найти и собаку, и бобра, но в том варианте, который Александр Алексеевич воплотил в этом сложном материале. Но, конечно же, к тому или иному роду деятельности человек просто так не приходит. И вот в далекие 80-е годы, заболев резьбой по дереву, можно сказать так, потому что что человеку нравится, к тому он и тянется. Поэтому, встретившись в Москве с резчиком по дереву, Александр Алексеевич даже не помнит, как звали этого человека, но его творчество привлекло его внимание, и он заболел резьбой по дереву. А потом встречи с другими людьми, с Николаем Ивановичем Шибаковым, с Николаем Ивановичем Мастиным, а также встреча с членом Союза художников, народным мастером России, резчиком Петром Владимировичем Ляговым. И вот эта многолетняя дружба с Петром Владимировичем вылилась отчасти вот в такую большую выставку. Потому что, насколько мы поняли, он являлся таким толчком, движущей силой и
ангелом-хранителем при организации этой выставки. Петр Владимирович, вам слово. Шум врачи, да, geçici Okştuyak, okşgener, stındiçnesin, kuda tezin paru lomat, viyev, zöyme lomat purams, kırgem sminek paru persiten, naumom sani вон пару дуяк, пару ялдан, Фляпазыч марксистам ялда, полон демен дела есть, тянут векетев. Вот, все самые, если здесь Николай Иванович Шипаковый искусствоведа, зярду будьте, как сон демен есть место, то наш день, сон восточный, вейсы, куда винек талан перседний марку, истя и науму Александр, куда арт, перситень, сон за творчество марку. Естественно, сон ведь есть параллель, куда сон за пластика, за улевельку, народной керсимац. Естественно, сон ведь есть сравнил пермскую церковную скульптуру марку сонза, потому что пермскую церковную скульптуру меня регионности, те и есть мастерная теской эриции. И меня Мордовиясу тоже керситет, не есть теской, куда церковь отнесет те и есть. Когда тематика еще у есть церковь, ну пластика еще у есть, потому что керсит у есть керсет, пластика еще у есть эрзень. И вот Шибаков, ведь есть параллель сенсе, что солнце пластика, народная игрушка пластика. Ну, аламуду перяму слияк сладисе, сон пунат сей как, что паряк аульпек лездасть, паряк лият, паряк препнят, аульпек препнят, дунак мась паряк из запут. Сон стистяму келе из куда талвасу, если ну я латеки динан сапак вану, сон куда керсите, содавик скерсите, сон лищ. Сон за ламу регионцу сюда сон за шпинимась ламу немечки, он сюда пекешься шпиниманцу. А щопса тела на корне пластика сульку на сун кармаси персеми, а ульпе пластя муни печкевс, мон не ин куда пластика народной сон за возня лучше сон зависит. Но остатка калкуетнен сон мон чавимим, если за керсек сон за вот ламу поксон изняк стоит, виев эскельк стоит, и секскак мон не рядом. Кошче кто-нибудь мой не, кошче кто-нибудь мезевечки. Потому что месяц он те весь алкукскак те квадря и тек мазы. Ну а он мирян мезей те естент, а он те естент кунзерду заявлян стоит. То на естент или те естент, сон есть заявление, меня кермезет скорми суаму талван керсимцель сумок сонтень, и стяжу меня Туртичев Александр Петрович, Авантин, и мирян прямтные нем Алганстен, лездытет, не кунатне. Ван одо мен сын сун карми таванец, бутя каратот тен залез деме алку слацу, а увалсу, сестем тен сун карми тавань. Вана тен книга. Дорогие друзья, конечно, наверняка у многих еще присутствующих здесь есть желание сказать слова для Александра Алексеевича, и я предоставляю такую возможность. Пожалуйста, Татьяна Николаевна Шимановна. Шумбрачи вечки Соят, шумбрачи Кельгамаялга, добрый день, дорогие друзья, шумбрачи Александр Алексеевич. Есть аккордыч, что модась аэри чипайтиме, а ломанить утяскал тому. Секскак утяскал все ломанить, киньте рейсы палы, все толось, те мальмашта мальтолось. Вот тени как раз Александр Алексеевич меня и ажде сидит. Александр Алексеевич вечксы эсензе тевензе, вечксензе пек эсензе робутанзер. Секскак Александр Алексеевич, позвольте мне по поручению министра по национальной политике Республики Мордовия Анатолия Михайловича Чушкина поблагодарить Александра Алексеевича за его работу, за его талант, пожелать ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и, конечно же, вот подписала грамоту, почетную грамоту. Почетной грамотой Министерства по национальной политике Республики Мордовия награждается Наумов Александр Алексеевич, мастер резьбы по дереву, за большой вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов Республики Мордовия. Александр Алексеевич. Грамоты, и вот такую вот книгу. Мордовия. А это пакет, чтобы в следующий раз подарком. Всем участникам, да. В вопросе Александра Алексеевича я хочу предоставить Николаю Михайловичу Филатову, заслуженному художнику России.
Да, приятно, что что хочу сказать. Я с Сашей познакомился ближе, когда я увидел портрет. Вот прямо можно сказать, часа полтора-два. Настолько он душевный, настолько он чувственный, настолько философ в душе. Вот если смотреть его вот работы, допустим, они как бы сказочные, и как бы мартовские, наши, сельские, узнаваемые, даже вот как настолько они родные, что ли, для тот, кто из села. Вот я из села сам, который научился. Пластика такая у него разная, тут и декоративный момент присутствует, вот пластика, рельеф и объемная скульптура. Понимаете, человек он тоже меняется, как мы все меняемся. Он может быть и иногда делает, но как это он, я смотрю, там такие цельные вещи у тебя есть, вот очень понравилось там вот это рождение вот это, ну, как цель, она настолько объем, настолько даже уложился по мысли, рассказал. Я рад за тебя, Саша. Поздравляю еще раз. Слово для приветствия Тамаре Сергеевне Барговой, да. Мама, что нельзя сказать куртому, ударную куртому русскую, чтобы все меня поняли. А то будут потом упреки, что вот не звучало вся как. Я не специалист, я не искусствовед. Поэтому я не буду говорить про пластику и про все прочее. Но что я хочу сказать? Я журналист. И поэтому вот, помню, первый мой материал был, наверное, один из первых материалов про Тавлу, про школу художественную тавлинскую. И что меня больше всего на этих выставках, везде, где выставляли тавлинские работы, потрясло. Я как будто оказалась в самой Тавле. Со всех вот этих скульптур деревянных на меня смотрели знакомые лица. Сегодня я зашла сюда, и вот, Евгений Иванович, подтвердите. Видите знакомые лица наши, игнатовские? Да, на работах. Вот не только вот мы, а вот и именно в работах. Там я вижу, мы из Андреевки, обратите внимание, ну это вот колорит такой невозможный, что это Андреевка у нас в районе считается самые такие заносчивые. Я из Андреевки. Вот. И меня увидела Анатолий Николаевич, посмотри. На самом деле это Андреевка. Потом старик Хаттабыч. Да Хаттабыч, но это наш мужик. Потом вот это Мила Мельникова говорит, вот здесь барон Леонов. Может быть и Леонов. Я тоже увидела нашего мужика в этом бароне. Потом увидела мать. Я что хочу сказать? Никто об этом не говорил. Я из Андреевки. Дедушка Саша с нашей улицы. Василий Ефремович. Это был... Откуда у него истоки, его творчество? Василий Ефремович был колоритнейший человек. Садовод, охотник. У меня в одном рассказе есть его образ. Как его разыграли однажды. И он чуть с нашей улицы двух мужчин. Один был мой отец. Чуть их не застрелил из-за того, что они его разыграли. Это был колоритнейший человек. Он философ был, он умел рассуждать. Бабушка, чудная женщина. Мама была библиотекарем, однажды по улице, как по домам книги разносили. И вот она к ним пришла, и сидит бабушка очень грустная. Говорит, ты что в это... Вот, Саша, я забыла, как баба. Да, просто баба. Мись просто баба есть там Ави Сюлея. Дала то охотник, тучку да мутимнар мушкине, и катка стала зимой, все, караул, сейчас, наверное, лет самым. Вот такой был этот дед. Садоводством занимался. Потом дядя родной, Михаил Васильевич. Это наш Андреевский самый главный музыкант, наш баянист. Концерты 70-х, 80-х, 60-х годов. Все музыкальное сопровождение было Михаила Васильевича. И он еще великолепно рисует, наверное, до сих пор. Вот в этом году на Шумбрат Мордовии я увидела рядом с Сашиными работами картины дяди Миши. Мы с одной улицы, поэтому для меня он всегда дядя Миша, дядя Вася, это все, в общем, понятно. Вот. И я так обрадовалась, что вот он до сих пор, Саша говорит, что он до сих пор работает. Сашина родная сестра Света Наумова, мы в одном классе с ней учились. Великолепнейшая певица.
Она сейчас живет где-то на Дальнем Востоке. Я знаю, что она и там поет, потому что я фотографии в Одноклассниках вижу. Света где-то выступает на концертах. Голос у нее чудный. Она, наверное, в 6 классе мы учились. И вот она пела песню «Мне березка дарила сережки, а рябина дарила цветы». Ты уехала, оставила мне сына, там это слова есть. И вот эта девочка, первое место не дали, но когда оглянулись, что в 6 классе учится и поет, ты уехала, оставила мне сына, на конкурсе первое место не дали. Только по той причине. А песня была, исполнение было великолепное. Вот, я от всей души земляка своего поздравляю сегодня. И вот, это мой друг, мои души. Ну что ж, еще есть желающие поздравить? Александр Алексеевич, глядя вот на тот ряд поздравляющих, который выстроился здесь, во главе сцены импровизированной нашей, глядя на тех, кто присутствует в зале, нужно сделать вывод, что кроме кропотливого внутреннего труда, которым вы сделали такую прекрасную выставку, вы, наверное, обладаете невероятными внутренними душевными качествами. Вы наверняка хороший семьянин, друг, товарищ, коллега, земляк. И мы, работая с вами, коллектив Музея Московской народной культуры, наши научные сотрудники, кураторы этой выставки, старший научный сотрудник Вера Николаевна Захарина, наш научный сотрудник, который делал вот такую, я думаю, что понравившуюся всем экспозицию Сурина Маргарита Ивановна, Светлана Николаевна Денискина и я, мы отметили ваши благороднейшие, терпеливые качества внутренней вашей сущности души. Очень приятно было с вами познакомиться, встретиться и работать. Надеемся, что выставка будет иметь большой успех в городе Саранске. Придет на эту выставку очень много интересующихся людей. И я хочу предоставить вам ответное слово. Александр Алексеевич Наумов. Прежде всего, всем очень большое спасибо, что пришли вы в этот день радостный. Всем спасибо за помощь, очень большую помощь мне оказали и министерство, и друзья даже помогли, вот, и даже сразу Василянского брата, например, Гедова, Марюшкин помогал, потом многие, Евгений Иванович, вот Ронькин помогал. Большую помощь просили. Я бы один без этого помощи не смог, чтобы встретил и Валера, и всех, да, и Татьяна Николаевна, и все тоже помогли. В общем, спасибо большое вам, земной поклонцы. Спасибо, Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if your love grows?
Lamb opened the seventh seal, silence covered the sky.